Здравствуйте, дорогие девятиклассники! С вами Симакова Дарья Андреевна. Приветствую вас на телеуроке русского языка. Сегодня в центре нашего внимания простое предложение и его виды. Вспомним все о простом предложении. Ответим на вопросы. Как отличить простое предложение от сложного? На какие виды по наличию главных членов делятся простые предложения? Какими способами можно осложнить простое предложение? Прежде чем мы перейдем к повторению грамматических правил, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Любите ли вы читать? Уверена, что многие из вас критично отнесутся к моему вопросу и категорично ответят «нет». Готовясь к этому уроку, я нашла для вас полезную информацию по этой теме, которая, надеюсь, убедит вас в обратном. Ведущие радиостанции «Спутник ФМ» опубликовали любопытную статью о пользе чтения. В ней приводятся факты и мнения ученых о том, что у людей читающих выше шанс построить карьеру, лучшие отношения в семье, они выглядят моложе и дольше живут. Ссылку на статью вы видите сейчас на экране. Посмотрите короткую анимацию о пользе чтения. В ходе просмотра запишите в своей рабочей тетради 2-3 простых предложения, которые вы увидите или услышите во время просмотра видео. Чтение в современном мире очень недооценено. Многие с большим удовольствием посмотрят любимый сериал или просто ничего не будут делать, чем начнут читать. В этом видео я расскажу об основных преимуществах и пользе чтения. Знания. Все, что вы читаете, невидимыми слоями откладывается в вашем подсознании, зарывается в подкорку вашего мозга определенным пониманием, мудростью. Чем больше вы читаете, тем более широкий у вас взгляд на мир, тем менее вы привязаны к мнению окружающих, тем легче вам взглянуть на ситуацию со стороны, принять правильное решение и решить задачу в свою пользу. И помните, даже если вы потеряете все, знание всегда будет при вас. Словарный запас. Доказано, что люди, читающие любую литературу, имеют больший словарный запас, чем те, кто предпочитает другие занятия. Словарный запас расширяет зону комфорта, позволяет общаться на темы, ранее вам недоступные, обмениваться мыслями с более умными людьми, учиться у них и самим на них влиять. Словарный запас украшает вашу речь и позволяет выражать мысли в своей полноте. Проводились исследования, доказавшие, что люди с большим словарным запасом имеют более высокие должности и легче двигаются по карьерной лестнице, а также имеют более прочные социальные связи. Улучшение памяти. Читая художественную или научную литературу, вам приходится держать в оперативной памяти мозга целый ворох персонажей, их историй, терминов, отсылок и мотивов. Это не так просто. И чем больше человек читает, тем легче ему удается запоминание подобных вещей. В жизни такой человек проще будет запоминать имена, будет склонен слушать других и проявлять внимание. Занимаясь каким-либо делом, читающему человеку легче сконцентрироваться сразу на нескольких вопросах. Иными словами, у него развивается мультизадачность. Аналитические способности. Чтение развивает нас на многих уровнях, раскрывая разные истории выдуманных персонажей или реальных личностей. Это позволяет нам шире смотреть на мир, внимательнее относиться к причинно-следственным связям, логическим цепочкам и ошибкам. Все это развивает наши аналитические способности. Читая, вы разовьете в себе способность размышлять, убеждать других и критически смотреть на вещи и выводы других. Чтение требует от нас внимательности и концентрации, что заставляет организм задействовать определенные части мозга, отвечающие за них. Чем больше человек читает, тем внимательнее он становится к деталям и часто подмечает то, чего другие не видят. Нередко исход многих событий он предопределяет заранее, основываясь на последовательности чьих-то действий. Читающий человек редко пропускает важную информацию мимо ушей и способен легче направлять свое внимание. В общем, чтение развивает нас в очень многих направлениях. Оно делает нас умнее, внимательнее, улучшает память, объективность взгляда на мир. Читайте, друзья. Удачи! Надеюсь, вы успели записать в свои тетради несколько предложений. Я взяла из этого видео примеры простых предложений. Вспомним, что же называется простым предложением. Простое предложение – это предложение с одной грамматической основой.
Основа простого предложения может состоять из двух главных членов, подлежащего и сказуемого. Такое предложение называют односоставным. О чем говорится в предложении? О запасе. Запас – подлежащее, выражено существительным. Что говорится о запасе? Запас что делает? Расширяет, позволяет выразить и украшает. Это однородные сказуемые, выраженные глаголами. Запас какой? Богатый, словарный. Это согласованные определения, выраженные прилагательными. Расширяет что? Зону комфорта. Прямое дополнение выражено существительным. При вопросе «зону какую?» комфорта – это несогласованное определение. Позволяет выразить что? Мысли. Прямое дополнение, выраженное существительным. Украшает что? Речь. Прямое дополнение, существительное. Речь чью? Нашу. Согласованное определение, выраженное притяжательным местоимением. По цели высказывания это предложение повествовательное. По интонации невосклицательное. По наличию грамматических основ здесь одна грамматическая основа. Оно простое. По наличию главных членов двусоставное с простыми глагольными сказуемыми. По наличию второстепенных членов распространенное, осложнено однородными сказуемыми. Основа простого предложения может состоять из одного главного члена, только подлежащего. Рассмотрим пример. Богатый словарный запас. О чем говорится в предложении? О запасе. Запас – это подлежащее, выраженное существительным. Запас какой? Богатый, словарный. Согласованные определения, выраженные прилагательными. По цели высказывания это предложение повествовательное. По интонации невосклицательное. По наличию грамматических основ простое. По наличию главных членов односоставное. Тип односоставного – назывное предложение. Неполное. По наличию второстепенных членов распространенное. У нас есть два определения – богатый, словарный. Ничем не осложнено. Рассмотрим второй пример. Посмотрят любимый сериал или ничего не будут делать. Что говорится в предложении? Посмотрят, не будут делать. Это однородные, простые глагольные сказуемые. Задаем вопрос от первого сказуемого. Посмотрят что? Сериал. Прямое дополнение, выраженное существительным. Сериал какой? Любимый. Согласованное определение, выраженное прилагательным. Задаем вопрос от второго сказуемого. Не будут делать чего? Ничего. Дополнение, выраженное наречием. По цели высказывания это предложение повествовательное. По интонации невосклицательное. По наличию грамматических основ
простое. По наличию главных членов односоставное, так как нет подлежащего. Тип односоставного – неопределенное личное предложение, так как сказуемые в нем употреблены в форме третьего лица множественного числа. Это предложение неполное, по наличию второстепенных членов распространенное, осложнено однородными сказуемыми. Такие предложения называют односоставными. Вспомните, на какие группы по наличию главных членов, только подлежащего или только сказуемого, делятся простые односоставные предложения. Рассмотрим это на примерах из памятки вдумчивого читателя. По ходу анализа предложений запишите в тетради предложения разных видов. Читай с блокнотом под рукой. Запиши интересные высказывания, незнакомые слова, свои мысли по поводу прочитанного. Что мы видим? В первом пункте инструкции два односоставных побудительных предложения, в которых отсутствует подлежащее, а сказуемое стоит в форме второго лица единственного числа повелительного наклонения. Перед нами определенно личные предложения. Смотрим второй пункт памятки. Читают регулярно для развлечения, самообразования, концентрации. Предложение повествовательное, односоставное. Сказуемое в нем употреблено в форме третьего лица множественного числа. Это неопределенно личное предложение. Немного читай, да много разумей, учит нас народная мудрость. Это пословица. Сказуемое употреблено в форме второго лица единственного числа, а предложение несет обобщающую информацию. Предложение побудительное, односоставное, обобщенно-личное. Постоянно интересоваться книжными новинками. Здесь сказуемое употреблено в форме инфинитива. Предложение безличное. Если в простом односоставном предложении есть только подлежащее, это предложение назывное. В назывных предложениях сообщается о каком-то предмете, явлении, для которых важно подчеркнуть, что они есть в настоящем. Очень часто назывные предложения употребляются в художественном стиле речи. Один из самых классических примеров из поэзии XIX века – стихотворение Афанасия Афанасьевича Фета. Поэты XX века Сергей Александрович Есенин и Александр Александрович Блок использовали назывные предложения для большей экспрессивности и образности. Современные авторы также талантливо применяют этот синтаксический прием. Шепот, робкое дыханье, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица, в дымных тучках пурпур розы, отблеск янтаря, и лобзанье, и слезы, и заря, заря. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет,
снег, холод, сумерки, зима, усталость, безразличие, тревога, бессонница, метанье, кутерьма, отчаяние, пальто, такси, дорога. Если главный член односоставного предложения сказуемое, то такие предложения делят на 4 вида, в зависимости от формы глагола сказуемого. Давайте посмотрим на примеры таких односоставных предложений. Запиши интересные высказывания, незнакомые слова, свои мысли по поводу прочитанного. Перед нами побудительное, невосклицательное, простое односоставное, определенно личное предложение. Потому что сказуемое употреблено в форме второго лица единственного числа, мы можем легко восстановить подлежащее. Разновидностью определенно личных считают обобщенно личные предложения. В таких односоставных предложениях сказуемое указывает на некое обобщенное лицо и находится в форме второго лица. Чаще всего обобщенно личными предложениями являются пословицы. Неопределенно личные предложения, как следует из их названия, указывают на неопределенное лицо, совершающее действие. Глагол сказуемое в таких предложениях употребляется в форме третьего лица множественного числа. Безличные односоставные предложения – это предложения, в которых при сказуемом нет и не может быть подлежащего. Поэтому в таких предложениях глагол сказуемое является безличным или употреблен в неопределенной форме. Либо сказуемое может быть выражено словами категории состояния, кратким страдательным причастием в форме среднего рода единственного числа прошедшего времени или словами «нет», «не было», «не будет». Выполните упражнение. Составьте простые распространенные односоставные предложения со словами, которые вы видите сейчас на экране. Форму слова изменять нельзя. Первое предложение. В качестве главного члена подлежащего употребите слово «библиотека». Во втором предложении подлежащее отсутствует. Сказуемое читаем. В третьем предложении подлежащее также отсутствует. Сказуемое перелистайте. Посмотрите, правильно ли вы справились с заданием. Верно ли определили тип односоставных предложений? Первое предложение назывное, так как было дано подлежащее библиотека. Второе и третье предложения определенно личные. По грамматической форме сказуемого легко восстановить подлежащие. Мы читаем, вы перелистайте. Простые предложения, в которых есть однородные члены, обращения, вводные слова или вводные конструкции,
обособленные распространенные определения или обстоятельства называют осложненными. Смотрим на первое предложение. Оно простое, двусоставное, осложнено вводной конструкцией, по мнению многих. Второе предложение простое, двусоставное, осложнено однородными дополнениями. Третье предложение вопросительное, простое, двусоставное, осложнено обращением. Четвертое предложение простое, двусоставное, осложнено распространенным обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом. В нашей постоянной рубрике «Слово дня» сегодня слово «фэнтези», заимствованное из английского языка и означающее разновидность фантастики. Произведения, изображающие вымышленные события, в которых главную роль играет иррациональное, мистическое начало, и миры, существование которых нельзя объяснить логически. Наиболее известными авторами произведений этого жанра в XX веке являются Джон Рональд Руэлл Толкин, трилогия «Властелин колец», Клайв Стейплс Льюис, хроники Нарнии. В России уже в XIX веке фантастические элементы в своих произведениях использовали Владимир Федорович Адоевский, Антоний Погорельский, Александр Бестужев-Марлинский, позже Валерий Брюсов, Леонид Андреев, Александр Грин, Михаил Булгаков. Среди современных российских авторов фэнтези признанными мастерами жанра считаются Мария Семенова, Ник Перумов, Святослав Логинов, Михаил Успенский. Выполните упражнение. Внимательно прочитайте предложения. Определите их типы по наличию главных членов. Проверьте, справились ли вы с заданием. Если вы допустили более одной ошибки, обратитесь к материалу учебника, справочника по русскому языку или посмотрите этот урок еще раз. В схеме, которую вы сейчас видите, систематизирована информация о простых предложениях, которую мы повторили. Сделайте фото этого слайда, сохраните его в своем портфолио. Внимание! Выполните домашнюю работу. Названы 5 причин, почему полезно читать книги. Сделайте фото этого слайда. Используя информацию предыдущего слайда, составьте текст из 10-15 предложений на тему «Почему читать книги полезно», употребляя в нем только простые предложения разных типов. Поделитесь готовым текстом с друзьями и близкими людьми. Обменяйтесь мнениями. Согласны ли ваши окружающие с вами? Надеюсь, что все вы выполнили задание, данное на первом телеуроке, и написали эссе «Мое будущее зависит от настоящего». Придерживайтесь ориентиров,
намеченных в этой работе. Желаю вам успехов в достижении целей. На этом наш урок завершен. Благодарю за внимание. Читайте много и с удовольствием. До новых встреч!